носки. Носки правыми или левыми не бывают. Но история наша про два носка, а значит, их надо как-то называть. Думать долго не пришлось. Имя для одного нашлось быстро. Это имя Но. А для другого, соответственно, Ки. По-моему, вполне подходит для нашей парочки. Итак, хочу поведать вам историю жизни Но и Ки. Утро. Носки собираются со своим хозяином на работу. Тебя сегодня хозяин почему-то на правую ногу надел, возмущенно воскликнул Но. Ну и что? Какая тебе разница? Равнодушно отозвался Ки. Так обычно ты всегда был на левой, не хотел униматься Но. Это же здорово! Сначала на одной ноге, потом на другой, пытаясь успокоить Но, произнес Ки. Ага, ты пока на левой носился, у тебя на пятке чуть дырка не появилась. Если меня начнут постоянно надевать на левую ногу, то на моей пятке очень скоро тоже дырка обозначится. А мне это надо? Продолжал возмущаться Но. А это потому, что я во время ходьбы все время говорю «левой, левой», довольный собой сказал Ки. Что-то я ни разу такой команды не слышал. Заносчиво съязвил Но. Так я же это про себя говорю, уточнил Ки. Тогда сейчас говори правой, правой, потребовал Но. Нет, сейчас мне это уже не интересно. Мне дырка не нужна. Спокойно протянул Ки. А мне что ли нужна? Возмутился Но. Ты учти, что если хотя бы у одного из нас появится дырка, нас сразу на свалку истории. А там прощай, прощай, наш любимый ботинок, с упреком вскричал Но. Радуйся, что ты теперь на правой ноге, и моли Бога, чтобы я как можно дольше продержался на левой ноге и не словил дырку, усмехнулся Ки. И еще чего? Это уж ты постарайся, а я, как и ты прежде, буду говорить левой, левой, не унимался Но. Был бы я рядом, укусил бы тебя за нитку, знал бы, как выпендриваться, не выдержал Ки. Кстати, ты заметил, что сегодня ботинки не те, что были вчера? Да, сегодня что-то тесновато и как-то трудно дышать. Переключил свое внимание, но на новые обстоятельства. Эй, ботинок, что это ты сегодня молчишь? О чем нам говорить со старыми носками, которые не сегодня-завтра выбросят? Подал голос правый ботинок. Что? Откуда ты такой взялся? Тебя вчера еще не было! Наперебой возмущенно закричали носки. А нас только вчера и купили, неприятным голосом ответил левый ботинок. Значит, новичок в обувном деле. Ты не знаешь нашего хозяина, хитро произнес Но. А зачем нам его знать? Нам достаточно того, что мы знаем себя, невозмутимо произнес правый ботинок. И нам вполне этого достаточно, добавил левый. В том-то и беда ваша, воскликнул Но. Наш хозяин меняет обувь, как перчатки. Откуда вы знаете? Спросили хором ботинки. Так вы же еще молодые, неопытные, а мы с хозяином уже век прожили вместе и ни одну пару обуви сносили, сочувственно произнес Ки. И что?
С волнением и также хором спросили ботинки. А то! Любит наш хозяин ходить по лужам, по грязи. Придет домой, один ботинок швырнет направо, другой налево. Лежат бедные до утра грязные, распинался Но. Это вы сегодня такие чистенькие и блестящие, а уж завтра что с вами будет? Жалостливо протянул Ки. Свинья и та чище. А вот нас он холит и лелеет, стирает через раз, ну, иногда через два, похвастался Но. И что же нам теперь делать? Такая судьба нас как-то не привлекает, растерянно спросил правый ботинок. Ты, который справа, прижми большой палец ноги на своем ботинке, а ты, который слева, средний палец на своем. Хозяин быстро захочет от вас избавиться и сдаст в магазин. Там вас пренепременно купит какой-нибудь хороший человек. Потом нам еще спасибо скажете. Деловито наставлял Но ботинки. Спасибо, братцы, мы так и сделаем, благодарили ботинки, Но и Ки. Ай-яй-яй, что за обувь, какая она неудобная. Мне она сразу не понравилась. Хорошо еще успел только из дома выйти. Сейчас вернусь, переоденусь в свои старые ботинки, а эту верну, ворчал хозяин. Так и сделал. Уф, облегченно вздохнул Но. Здорово же у нас все получилось. И воскликнул. Мы своих старых друзей не предаем. С этими словами он обратился к своим старым друзьям-ботинкам, левому и правому. «Привет, старики!» — поддержал его Ки. «Как поживаете?» «Мы уж думали, все, больше нам не ходить. Мы же от скуки умрем, заваляемся, усохнем, а там что? Смерть на свалке!» Вздыхая и ворча, пробубнили старые ботинки. «Что вы? Что вы? Мы вас в обиду не дадим. Сколько километров мы уже вместе вытоптали. Поживем еще, потопчем землю!» Старался успокоить стариков Но. «Хотя бы до тех пор, пока у нас дырки не появятся», — добавил Ки. «Пока их хозяин не заметит», — с надеждой воскликнул Но. «Он-то, может, и не заметит, но уж больно его жена привередливая. Каждый носок проверяет, обнюхивает. Мы же сидим в ботинках, молчим, дырки наружу не выставляем. Вон на прошлой неделе одни носки выбросила, говорит. Износились совсем, пора выбросить. Нет бы заштопать», — возмущался, наконец, и Ки. «Хватит вам ворчать, пожили уже, пора и честь знать», — вдруг оживился правый ботинок. «Пожили? Да тебе б столько жить, сколько мы прожили. Ты бы не такую песню запел, башмак трухлявый», — возмутился Но. «Тебя вон уже 2 года носят. За это время сколько носков износил, а нам всего-то 1 месяц. И уже вот-вот дырка. Это вот он все время левый, левый», — продолжал ворчать Но. «Неважно, что всего лишь 1 месяц, зато какой это был интересный месяц», — включился в разговор левый ботинок. «Сколько всего повидали. Обратите внимание, хозяин дома в тапочках ходит, уже 3 года каждый день в них. А что хорошего они за эти 3 года видели? Кухня, спальня, зал, туалет, ванна. Кухня, спальня, туалет, ванна. Тоска. Они плачут, еще и довольны.
Как говорится, главное не количество, а качество. Наконец носки успокоились и замолчали. До вечера целый день туфли с носками ходили туда-сюда, порядком подустали. Иногда, правда, хозяин садился за стол, и тогда уж носки расслаблялись. Что за работа у нашего хозяина? Ни минуты покоя, ни себе, ни нам. Никакие носки такую нагрузку не выдержат, возмущался, как обычно, Но. Сказал бы хоть раз нам спасибо, что терпим. Скорее бы домой, под кровати на боковую, сладко позевывая, сказал Ки. Но ты слабак, зря только хозяин за тебя 100 рублей отдал. Не стоишь ты того, пристал Но Ки, не давая расслабиться ни на минуту. Здрасте! Мы, кажется, с тобой близнецы и братья. Из одного теста, то есть из одной нитки сделаны, оживился Ки. Не умеешь ты расслабляться, так и мне не мешал бы. А было бы здорово, если бы нас какой-нибудь чемпион мира купил. Например, по футболу или по баскетболу, в крайнем случае по боксу. Не обращая внимания на ворчание Ки, начал рассуждать Но. Мы бы тогда весь мир повидали. Размечтался. Тебя тогда на одну тренировку бы и хватило, приземлил Ки своего братца. Потом подумал и важно заявил. А я бы хотел, чтобы меня купил какой-нибудь ученый. Они, эти ученые, много не ходят, зато общаются со многими умными людьми. Да, мы бы тогда поумнели, особенно я, конечно, продолжил мечтать Но. С чего это ты? Ты вообще слушать не умеешь, только трындишь с утра до ночи. И вообще, это моя мечта. Я тебе мою мечту мечтать запрещаю, возмутился Ки. Да, пожалуйста, мечта какая-то у тебя совсем не мечтательная, ехидно буркнул Но. А потому что ты сначала говоришь, а потом думаешь, а надо наоборот. Сначала думать, а потом говорить, обиделся Ки. А ты нытик, устал, мне свежего воздуха не хватает, решил задеть за живое Но. Он знал слабое место Ки. А ты скоро будешь дырявым, не знал уже, чем парировать Ки. Гаркнул правый ботинок. Он был самым правильным из всех ботинков, которые когда-либо носил хозяин. Так, по крайней мере, он думал. Вы совсем испортились. Когда вы были новенькие, вы были добры друг к другу. Если будете ругаться, я обещаю каждому по дырке. Не успел ботинок закончить фразу, как хозяин встал из-за стола, вышел из кабинета, потом из здания, где работал, и сел в машину. Кажется, рабочий день закончился. Носки расслабились в предчувствии предстоящего отдыха, будто это они, а не хозяин целый день работал. И вот носки с ботинками возле знакомой двери. Потом прошли на знакомый коврик. Хозяин с порога крикнул. «Милая, ты дома?» Вот странный. Зачем спрашивать, дома она или нет? Ее-то обувь стоит на месте. Что ж она, босиком должна была из дома уйти? Так думали, но Ки только помалкивали. Но не решался сказать, потому что думал, что надо сначала подумать. А Ки решил просто подумать и промолчал. «Милая, я дома!» Снова негромко решил заявить о себе хозяин. Таким милым он становился только дома, а на работе
Он деловой и серьезный. Да, дорогой, проходи быстрее. Мой руки и садись за стол, ужин уже готов. Хозяйка подошла к мужу, обняла его и поцеловала. Что они делают? Разве можно так целоваться? Каждый день пытаюсь до них докричаться. Рот в рот получается микроб, возмущался Но. Долго молчать Но не мог. Такой уж он переживательный. Хозяин давно уже заразился. Видишь ведь, как он поспешил выполнить просьбу жены. Ки не удержался, чтобы не сделать замечание Но. Хозяин поспешно надел тапочки. «Привет, старушки!» — поприветствовал их Но. «Как же, целых 3 года бессменной службы!» «Как же я вам завидую!» — подумал но вслух сказал. «Что нового произошло дома в наше отсутствие?» Он обрадовался за себя тому, что смог впервые сначала подумать, а потом не сказать, что подумал. А я сегодня смотрела фильм по телевизору, представляете, она любила его, а он любил ее. Потом ей про него что-то сказали неприятное, и она на него обиделась. Он обиделся на нее за то, что она на него обиделась. Но потом они встретились и помирились. Классный фильм, затараторили тапочки. Ты же вчера смотрела этот фильм, удивился Ки. Вчера был другой. Вчера он обиделся на нее, а она обиделась на него за то, что он на нее обиделся, пытаясь объяснить тапочки этим бестолковым носкам. Да, глубокий смысл, вздохнул Ки и прошептал брату. Если бы мы просидели дома 3 года, мы бы отупели. Мудрые слова сказал Ботинок. Главное не количество, а качество, то есть не количество прожитых лет, а то, как мы прожили. Пусть это будет месяц, пусть даже 1 день. «Какой ты все-таки у меня умный!» — воскликнул Но. «Ты думаешь, а я говорю, ведь мы близнецы-братья. Я думаю, что ты думаешь, что лучше меньше, да лучше», — заключал Но. Счастливые и довольные, носки полетели под кровать, до утра лежали носки, не шелохнувшись. Утром хозяйка выдворила носки из-под кровати. «Фу!» — сморщила она нос и брезгливо закинула их в стиральную машинку. «Ай-яй, какая холодная вода! Сейчас все мозги смоет! Вау!» — закричал Но. «Настоящие американские горки!» Вверх-вниз, шлепки, чмок. «Ах, меня еще и по спинке кто-то похлопывает! Такой массаж от кончика моего носка до самой макушки меня вполне устраивает! Сейчас в парилке попаримся! Вот здорово! Как давно мы не мылись, уже порядком подзабыли какое-то удовольствие стираться в машинке. Вечно бы кувыркался. Настоящий гений тот, кто придумал стиральную машину. Вдруг стиральная машина остановилась. Как хорошо, будто заново родился. Размягшими и совсем опустошенными мозгами подумал Но. Вдруг хозяйка вытащила его из кучи белья и воскликнула. «Как я могла не увидеть эту дырку? Зря стирала. Придется выбросить. Сегодня же схожу в магазин, куплю побольше носков. Очень уж они быстро изнашиваются». И швырнула оба носка в мусорное ведро. С шумом шлепнулись носки на дно ведра. Как больно и обидно!» — заплакал Ки. «За что? Я же не дырявый!» «Мы и так мокрые, а ты еще больше мокроту разводишь. Будь мужественным, 2 смертей не бывать, а 1 не миновать. Зато мы жили, и как жили! Я сам себе завидую. Теперь мы знаем, что жизнь прекрасна. Давай попрощаемся с теми, кто остается». Но был огорчен.
но не подавал виду и хотел поддержать своего брата. Он воскликнул: «Цените жизнь! Она прекрасна!» Ки собрал все остатки своего мужества и тоже произнес: «Спеши прощать, дарить добро, и жизнь твоя не будет бесполезной». Вдруг наступила тишина. Но ски, хоть и лежали в ведре, однако продолжали цепляться за эту жизнь. «Ки!» — обратился Но к своему брату. «Прости меня за все, за обидные слова, заносчивость, неуступчивость. Я всегда считал себя лучше тебя. Я осуждал тебя за твою доброту. Я завидовал тому, что ты умнее меня. Я злился на то, что ты был всегда прав. Я почти тебя ненавидел. И вот дырка у меня, а погибаем мы вместе. Только сейчас я понял, как был несправедлив по отношению к тебе. Но я не держу на тебя зла. Я всегда восхищался тобой. Ты смелый, ты храбрый, ты мужественный, ты... Хоть и умный был Ки, но от волнения не мог подобрать слова. Он искренне любил своего брата. Ты лучший, и я тебя люблю. Наконец нашел нужные слова Ки. «И я тебя люблю», — произнес мокрый и очень несчастный Но. Очень жаль, что они не могли уже лежать рядом, как когда-то в магазине. Зато сейчас они были уже другие. Они поняли, что надо ценить друг друга, любить, беречь и уважать. Прощайте, Но с Ки, близнецы, братья, мы будем вас вспоминать.